Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». Эпидемиологическая ситуация по распространению коронавирусной инфекции остается напряженной. В связи с этим переносится на неопределенный срок и проведение 13-го международного турнира по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Дмитрия Коркина. Напомним, турнир должен был состояться в Якутске с 14 по 17 октября. Как в условиях ограничительных мер организована спортивная жизнь в регионе, расскажет наш сегодняшний гость Леонид Спиридонов. Леонид Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, последними успехами якутских спортсменов на международной и всероссийской арене. У нас наши спортсмены всегда показывают очень хорошие результаты. Вот последние у нас результаты — это в городе Наро-Фоминске, Подмосковье, прошел первенство России до 23 лет по вольной борьбе, где Алексей и Петр Копыловы заняли призовые места. Это Алексей занял 2-е место, и Петр занял 3-е место. И они вошли уже в состав сборной России. Также по вольной борьбе, как вы знаете все, Арьян Тютерин стал бронзовым призером чемпионата мира, который прошел в Норвегии, в городе Осло. Поэтому для многих болельщиков вольной борьбы это очень хороший подарок. Также у нас есть результаты по дзюдо. По дзюдо у нас очень прогрессируют наши спортсмены, особенно девочки. И у нас вот чемпионат России прошел в конце сентября в городе Майкопе, где молодая Карина Ефимова заняла серебряное место, 2-е место, да. Вот, и мы надеемся, что она еще будет дальше участвовать и показывать хорошие результаты. По масс-рестлингу тоже прошел чемпионат России, где наши якутские мажины привезли 38 медалей с чемпионата России. Из них 12 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых медалей. По боксу у нас тоже прошел чемпионат России, где наш прославленный боксер Василий Егоров занял 2-е место, проиграв Ахтему Закирову из Крыма. Но бокс там равный был, просто я думаю, что Закирову дали немножко аванса эту победу, да. И молодой перспективный наш боксер тоже Евгений Мартынов занял 3-е место по боксу. Так, в Турции прошел чемпионат Европы по русским шашкам, где наши спортсмены тоже выступили очень хорошо, привезли 4 медали. Там тоже у нас очень молодая девочка Сандара Просимева стала чемпионкой Европы. И наш прославленный гроссмейстер Гаврил Колесов тоже стал чемпионом Европы в Турции. По легкой атлетике у нас прошел Кубок России, где по спортивной ходьбе Григорий Палагия занял 3-е место. Для нас это тоже новый вид спорта, да, и Палагия показала себя очень хорошей стороны и принесла тоже бронзовую медаль. По лыжным гонкам у нас в прошедшем сезоне сборная команда Якутии стала бронзовым призером первенства России. Регина Петрова в индивидуальной гонке завоевала золото в всероссийских соревнованиях. Дважды становилась серебряным призером первенства России по биатлону. Вот такие вот у нас по результатам новости. Поразительно. Тогда, учитывая, что мы так с вами бодро и задорно начали сегодняшнюю беседу, давайте продолжим и дальше говорить в духе позитивных новостей. Скажите, вот недавно в Якутск прилетела сборная по биатлону. Какие планы у спортсменов, если это, конечно, не секрет, и где они будут базироваться? Прилетела группа по биатлону в сборной России. Привез их тренер сборной России по биатлону, заслуженный тренер России Юрий Каминский. В составе 23 человека, из них 10 спортсменов сборной России и 13 специалистов Союза биатлонистов России. Группа проведет тренировочные мероприятия у нас с 12 по 31 октября в городе Алдане. У нас спортивно-специализированная школа Олимпийского резерва по лыжным гонкам есть, и трасса у нас там хорошая, 10 километров.
поэтому они проведут там подготовку, первый сезон подготовки сборной России. Биатлон – это зимний вид спорта, насколько мне известно, но Да. есть же еще и другие. Как обстоит это дело в нашей республике с другими видами спорта, имеется в виду зимними? Ну, у нас в нашей республике существует два специализированных спортивных школ по зимним видам спорта. Это, как я сказал, в городе Алдане есть школа по лыжным гонкам и биатлону, где сейчас будут проводиться вот эти сборы со сборной России, да, и у нас в городе Якутске есть специализированная спортивная школа по зимним видам, где у нас тренируются по хоккею, по конькобежному спорту. Вот, ну, знаете, наверное, вот Элей Батор дворец у нас, да, и вот там базируется наша школа. Также у нас вот на каждой в районах есть такие виды тоже, где занимаются зимними видами спорта. Леонид Николаевич, а вот в следующем году известно, что село Барагонцы примет спартакиаду народов Якутии. Как сейчас идет подготовка к этому масштабному мероприятию? В 2018 году главой нашей республики подписан указ о проведении летних спортивных игр народов Республики Саха-Якутия в Усалданском районе села Барагонцы. Сейчас в данное время вышло распоряжение главы, определен организационный комитет по подготовке проведения 8 спортивных игр в село Барагонцы. Также определены комиссии, которые будут работать по направлениям, да, и поэтому работа уже ведется, подготовка этих игр. Как вы знаете, эти игры проводятся один раз в 4 года, и работа ведется уже с начала сезона уже, как бы, да, вот, поэтому работа уже давно идет. По этой линии сейчас идет строительство 3 объектов в Усалданском районе, да, это стадион на 1000 мест с беговой дорожкой, строится физкультурно-оздоровительный комплекс, тоже большой очень, и спортивный оздоровительный комплекс единоборств с интернатом на 32 мест. Помимо этого, сколько еще спортивных объектов будет построено до конца 2022 года? Ну, как я сказал, вот село Барагонцы строится 3 объекта. Это все эти объекты строятся по российской программе «Спорт. Норма жизни», по проекту «Демография». И дополнительно у нас будут строиться тоже объекты по линии «Газпром нефть» детям. Как вы знаете, наш Илдархан, благодаря Айсену Сергеевичу, был подписан соглашение с «Газпромнефтем», и строятся тоже спортивные объекты. Это у нас в городе Якутске, в микрорайоне Марха, строится бассейн с катком возле озера, Белое озеро. Да, и строится еще в городе Алдане физкультурно-оздоровительный комплекс с катком тоже большой. И в Нерюнгринском районе, в село Челмане, тоже строится каток большой со спортивными залами. А вы только что упомянули такой проект, который носит название «Спорт. Норма жизни». Как сейчас идет реализация этого проекта? По проекту «Спорт. Норма жизни» у нас строятся, как я сказал, строятся большие спортивные объекты, да, и кроме этого у нас выделяется финансирование для приобретения спортивных оборудований, спортивных инвентарей, таких как для развития ГТО, центров ГТО, да, и развития спортивных подготовки. Это мы получили в этом году примерно 68 миллионов для развития бокса, для развития зимних видов спорта. Да. Вот. Также в этом году строится уже физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, где находится училище Олимпийского резерва в 18-м квартале. И поэтому по этой программе у нас очень много финансирования с федерального бюджета идет через Министерство спорта Российской Федерации. Леонид Николаевич, тогда давайте затронем и несколько негативную сторону спортивной жизни. Как все же повлияла эпидситуация на развитие спорта и физической культуры в нашей республике? Ну, как вы знаете, уже весь мир 2 года
из-за коронавируса страдает. И мы, конечно же, отрасль физической культуры и спорта тоже пострадала из-за коронавируса. И, конечно же, многие спортивные мероприятия нам пришлось остановить и перенести. Также тренировочные процессы тоже были остановлены в 2020 году. И пришлось нам работать в режиме онлайн. С нашими спортсменами мы даже проводили тренировки в дистанционном формате, учебу прошли тоже в дистанционном формате. Вот. Поэтому, конечно, Министерство физической культуры и отрасль спорта очень пострадало от этих ограничений. Вот. Но, конечно, мы сейчас тоже хотим, чтобы ограничения у нас и ситуация у нас в нашей республике уменьшилась. Конечно, вот сейчас в данное время увеличивается эпидемиологическая ситуация. И, как вы сказали, мы вот международный турнир Дмитрия Петровича Коркина перенесли на неопределенный срок. Вот. Ну, конечно, хотелось, чтобы наши спортсмены не отрывали свои тренировки и готовились к большим соревнованиям. А если говорить не о профессионалах, а о любителях, как обстоит дело здесь? Для них открыты спортивные объекты? Каким образом они могут заниматься активной физической деятельностью? Ну, наши объекты сейчас работают с ограничением по требованию Роспотребнадзора, поэтому мы только отменили большие спортивные мероприятия. А так тренировки для населения заполняемостью 50% у нас как бы пока идет. Леонид Николаевич, в завершение нашей беседы, что бы вы пожелали спортсменам и любителям спорта? Ну, вообще хотелось бы, чтобы наши жители Республики Саха-Якутия себя ограничили вот нашими ограничениями, носили маски и, конечно же, прививились, чтобы у нас вот ковид-ситуация уменьшилась. Также хочу, чтобы наши спортсмены и любители спорта были немножко друг к другу терпимее, да, что из-за коронавируса у нас, конечно, ограничения, многих соревнований не проводятся. Но я думаю, что скоро у нас все это разрешится, и мы будем проводить большие соревнования. Всем желаю добра, конечно, и здоровья, самое главное. Благодарю вас, Леонид Николаевич, за актуальную беседу. Мы с вами знаем, как никто другие, что спорт – это норма жизни. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.